Всем приветики! Добро пожаловать в мир, где я показываю все вокруг себя своими глазами. Ребят, я знаю, что большая часть моей аудитории еще учится в школе, так что, чтобы быть полезной для вас, я расскажу вам о небольших хитростях, которые помогут вам больше успевать и подтянуть свои оценки. Эти советы я взяла не с бухты-барахты, а сама их использовала, и они дельные. Вот прям дельные. Того, что интересует, можете регулировать по тайм-коду, двигаться вперед-назад, но вы обязательно узнаете много чего интересного, поэтому смотрите до конца. А мы поехали. Первый совет. Постарайтесь не пропускать учебу. Начала с самого скучного, но, блин, это так важно. Наверняка вам знакомо такое, что вы пропустили один день, а оно такое чувство, что целый месяц. Приходится звонить кому-то, писать, спрашивать что-то. Я вам скажу, на уровне сознания вы начинаете думать, что вы многое не знаете, раз вам приходится опираться на помощь другого. Так что, пожалуйста, постарайтесь избегать таких моментов, которые наводят на мысль, что вы что-то не можете сделать, отстаете, недостаточно знаете. Это вот прям тянет вас назад. А потом вы сидите думать, а почему у меня такие оценки? Посещайте лучше уроки и будьте в курсе всего. Пусть лучше спрашивают у вас, чем вы у них. Вот такая вот пусть будет у вас самооценка. Начинайте уроки со сложных предметов. Напишите себе список и выполняйте по пункту. Начиная со сложных до легких уроков. Рассказываю вам все со своего опыта. Просто камень с души упадет, и вы не будете нервничать к концу дня. И вы с большей вероятностью сделаете все предметы. И желание ваше никуда не пропадет. Сделав все трудно, у вас будет становиться все легче и легче. Ну и что-то, вообще пару легких предметов сделать, и все, отдыхайте. Совет номер 3. Делайте всю домашнюю работу за неделю заранее. Рефераты, СРС, мелкие ДЗшки. Изучив новую тему наперед, это позволит тебе подметить какие-то непонятные моменты. У вас будет время подойти к учителю, узнать что-то, спросить и вот заполнить вот эти все пробелы. Вот вы наверняка думаете, вот если я подойду, она на меня точно наедет. Вот эти вот фразы. Чем ты слушал? Что ты делал на уроке? Вот видно, кто занимается, а кто нет. Вот сразу видно. Даже не думая пятерки, можете. Да, я вас понимаю, и я тоже этого боялась. Вот вы не верите? Я вас понимаю. Я вот тоже боялась. Я на километр не подходила к учителю после окончания урока. Я вот просто бежала прямиком и надеялась, что я больше не увижу этого учителя в ближайшие несколько дней. Нет, не бойтесь подходить к преподавателю. Спрашивайте и сидите до последнего, пока вам не станет все ясно и понятно, пока вы эти темы не будете щелкать как семечки вообще. Во-первых, вы должны понимать, что это их работа, вы за это им платите. И твоя задача выжать всю информацию из учителя. Во-вторых, то, что ты подходишь и спрашиваешь, не показывает то, что тупая или какая-то глупая. Нет. Вообще нет. А наоборот, учитель видит, что ты заинтересован в ее предмете. Возможно, не в ее предмете, но в успехе. А когда учитель видит, что ты стараешься, они идут вам на уступки, стараются больше объяснить, там, подкинуть дополнительный материал. Это тот совет, тот секрет всех успевающих, успешных учеников. Делайте заранее в будние дни, отдыхаете, сохранив в себе все нервы. Во время диктанта по русскому языку, как вы знаете, в процессе написания вас там никто ждать не будет, пока вы допишете, просто берете простой карандаш и отмечаете все то, что вы не успели или в чем вы не уверены. Дописав контрольную, у вас будет время спокойно подумать над этими словами, спросить у учителя или у соседа по парте. По геометрии, алгебре заведите привычку выписывать из книги все формулы сразу. Ну, это важно, если вы хотите понять и подтянуть себе оценки по этим предметам. Эти формулы у вас всегда будут лежать под рукой, когда объясняют новую тему, идет речь о формулах. Вы не рыскаете в спешке всю партию, там книгу открываете, где-то я ее видела, а просто достаете спокойно карточку. И самое главное, ваше внимание сконцентрировано на теме. Это отличный способ экономии времени. И вообще, алгебра и геометрия — это такие предметы капризные. Вот как бы я описала это. Все идет цепочка за цепочкой, тема за темой. Если ты не понял одну тему, можно сказать, ты не понял вообще ничего. Знакомо, да? Знакомо. Как написать все билеты за одну ночь? Думаете, это невозможно?
А мой опыт показывает обратное. Я пользовалась таким способом, потому что концентрировала свое внимание полностью на билетах и темах. Мне самое главное было выучить их, понять, вбить себе в голову. Я не хотела заниматься переписыванием того, что я уже писала. Зачем? Я заводила новую тетрадь, выписывала вопрос билета, вырывала материал со старых тетрадей и приклеивала в эту новую. Честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. Почему нет? Вы пишете эти билеты для себя и для своего удобства. Здесь самое главное, чтобы эти билеты были у вас в голове. Чего париться над какой-то тетрадкой? Бывает, что вам на контрольных нужно найти срочно какую-то информацию, а интернет выдает огромный текст. У вас нет времени читать его. Или просто лень. Наверное, вы задаетесь вопросом, что делать? Вам поможет функция быстрого поиска. Вот у нас есть сайт, мы на него заходим и видим огромный текст. Мы заходим в эту стрелочку, находим лупу и вводим нужное нам какое-то ключевое слово или текст. И все. Он выделил то, что нужно именно нам. Можете нажимать вниз-вверх и смотреть все варианты, которые он нам выделил. Лайфхак номер 7. Кому, как и мне, давались очень сложно точные предметы. С этим приложением вы не пропадете на уроке алгебры, вот я вам гарантирую. Математический фотокалькулятор. Ой, ну здесь есть все. Начиная от косинусов, синуса, тангенса, там, логарифмы, все степени, корни, функции, лимиты, даже уравнения с делениями, в которых есть степени. Удобен он своей камерой, которая вам мгновенно решает. Вам остается только поднести ваш пример или уравнение. Пользовалась сама не один год. Спасал. А на этом все. Если было полезно, поддержите это видео лайком, подпиской, комментарием. С вами была Ранеля. Всем пока!